детского творчества. Андрей, проходите, пожалуйста. К нам пришел олимпийский чемпион Андрей Сельдов. Кстати говоря, Андрей в виде рекреации после Олимпийских игр занимается очень серьезным масс-рейсингом, принимает участие на всероссийских соревнованиях на чемпионате России. Занимает очень высокий рейтинг. Вот сегодня наш почетный гость. Ну вот, дорогие друзья, у нас еще одно новое направление, которое к нам привлек масс-рестлинг. Это творчество. Притом у нас творчество детей, юношей, молодежи. Масс-рестлинг развивается во всем мире, и его сейчас глазами ребенка уже мы открываем выставку, привлекаем детей к искусству и к спорту. Но я думаю, так и должно быть. Сегодня в рамках чемпионата мира у нас проводится очень много мероприятий, в том числе протокольные мероприятия Международной Федерации масс-рестлинга. Вчера мы провели президиум Международной Федерации, завтра проведем Конгресс Международной Федерации. Сегодня мы пришли только что вот, с Международной научно-практической конференции. Сейчас 3 часа начнется в парламенте республики круглый стол, правовые основы масс-рестлинга. В общем, как говорится, это чемпионат и масс-рестлинг дают возможность развитию этого вида спорта во всех его направлениях. Сегодня наука получила очень мощную силу для развития. Сегодня многие ученые мира выступали и рассказывали, как у нас продвигается наука в развитии масс-рестлинга. Оказывается, мы уже далеко шагнули, есть очень серьезные фундаментальные работы. У нас есть уже защищенные докторы, кандидатские работы. Но все это вселяет уверенность в том, что мы идем по правильному направлению. Вчера мы на заседании президиума приняли рабочий документ «Дорожная карта развития масс-рестлинга до 2036 года» со всеми его этапами на каждом году. И примерно в 2036 году мы должны достичь олимпийских вершин. Значит, мы должны получить признание Международного олимпийского комитета. Но это не исключает, что это может быть и раньше, или позже, но самое главное, мы этот документ приняли, и сейчас будем уже работать по ней. Так, ну, у нас, как показывает практика, оказывается, все спортсмены очень хорошие или певцы, или художники. Не исключение сегодня масс-рестлинг. Среди нас здесь присутствует чемпионка мира, многократная победительница российских соревнований Марина Федоренко. Она, оказывается, у нас очень серьезно на высшем уровне, надо сказать, занимается, оказывается, искусством. Есть у нас, оказывается, таланты. И сегодня мы еще, когда посмотрим нашу выставку, посмотрим работу детского творчества, я думаю, тоже удивимся и откроем себе новый мир непосредственно глазами детей. Дорогие друзья, я вам всем желаю приятного отдыха, просмотра, удачного чемпионата всем. И, как говорится, Груя и Хал, Белям-Ча, работаем. Hey!
tömöklenenlerinden ikilik istendik hardilik komunu. Дорогие друзья, я искренне рад поздравить всех собравшихся в этом зале, всех тех, кто смотрит прямые трансляции, с прекрасным, замечательным событием, с третьим чемпионатом мира по масс-рестлингу и с его приближающимся финалом. Dear friends, the live hearings on the completion of the third Mass Wrestling World Championship. Масс-рестлинг, перетягивание палки – это наш национальный вид спорта народа Саха. Я уверен, что, наверное, это один из тех видов спорта, национальных видов спорта, о которых говорил президент нашей страны Владимир Путин, когда говорил, что национальные виды спорта России надо продвигать на олимпийский уровень. And mass wrestling, or the tugging of stick, is our traditional ethnic sport, and probably it's one of those events that the president of Russia, Mr. Putin, mentioned when he said that ethnic events should be promoted to the Olympic level. В этом году, как никогда, много стран приняло участие в чемпионате мира, 39 стран. Это по сравнению с прошлым чемпионатом уже на 17 стран больше. Я уверен, что если наш вид спорта, масс-рестлинг, будет развиваться такими темпами, то через некоторое время, через 7, через 11 лет, мы его сможем уже номинировать на олимпийский вид спорта. И этому доказательство прекрасное проведение нашего третьего чемпионата. This year, the competition has seen an unprecedented number of participants. 39 countries this year, which is 17 countries more compared to the last championship held here. So I am sure that with such a good pace, mass wrestling will be able to become one of the Olympic family sports in 7 to 10 years from now. And the good proof to it is today's World Championship. Якутия становится центром спорта, и не только спорта регионального, не только центра российского спорта, но и мирового спорта. Дорогие друзья, я рад вам сообщить, что вот буквально мне сейчас сообщили, завтра до вечера Международная федерация спортивной борьбы точно уже примет решение о проведении в марте 2019 года Кубка мира по вольной борьбе в городе Якутске. The center of the sports, not only at regional level or Russian level, but of a worldwide level. And I have burning news. By tomorrow night, we will have a decision whether the next World Wrestling Championship will be held in March in Yakutsk. Дорогие друзья, я благодарю всех организаторов чемпионата, всех спортсменов, всех болельщиков. Уверен, что Якутия и ее национальные виды спорта будут идти вперед к мировым вершинам вместе с нами. Уруэ Халболун, Саха Спортуга! Athletes and all the fans, I want to sincerely thank you, and I believe that Yakut or Sakha ethnic sports will soon be very popular around the world. So long live the Sakha sport! Начинается торжественная церемония вручения сертификатов генеральным спонсорам. На высоком уровне. И мы договорились, что масс-рестлинг еще интенсивно, еще быстрыми темпами будет развиваться по всей планете. И мы обязательно добьемся, чтобы
Именно масс-рестлинг вошел в олимпийское движение при поддержке всех участников нашей масс-рестлеров правительства Республики Саха-Якутия. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Арсена Сергеевича Николаева. Мы на Конгрессе избрали его почетным президентом Международной Федерации масс-рестлинга. И сегодня я хочу от имени участников любителей масс-рестлинга поблагодарить за поддержку и так держать. И правильно Сергей сказал, что именно Якутия является спортивным центром. И дальше также будет развиваться и масс-рестлинга, и вольной борьбы. С праздником, дорогие друзья! Масс-атлетер! Уруй! 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 И позвольте вручить кубок третьего чемпионата мира почетному президенту Международной Федерации масс-рестлинга и пожелать ему успехов и здоровья на его сложной, многогранной и благородной работе. Спасибо. Our dear friends, participants, athletes in the audience. Помост А со счетом 2-0. Победу одержал Дмитрий Попов, Россия. Помост Б со счетом 2-0.